Добрый день, уважаемые телезрители! 22 июня 2016 года весь мир отмечает 75-ю годовщину начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Эту поистине скорбную и великую дату одновременно. Сегодня государственное телевидение начинает специальный телепроект «Возвращение имени». Мы посвящаем его тем воинам, кто пал на полях сражений этой войны. Однажды, год назад, в архиве Министерства обороны России я увидел картотеку немецких нацистов на жителей Абхазии в количестве 320 человек. Теперь, благодаря той работе, которую проделали волонтеры из Абхазии и России, мы знаем их имена и фамилии, города и села, откуда они уходили на фронт и не вернулись. Недавно нам удалось найти одну из таких семей. Это родные пропавшего без вести котика Шириновича Почалия из села Аацы. Фашисты записали его как котик Почалин. Целью нашей поездки была встреча с родным братом котика, Заурбеком Почалия. Давайте посмотрим на эту встречу. Мы вам приготовили уникальный документ. Это немецкая карточка на фашистской Германии про котика Почалия, про вашего брата, которая была составлена, когда он попал в плен. Здесь вот его отпечаток пальца, здесь вся характеристика. Именно вот по этой карточке мы его нашли. По этой карточке здесь рассказывается, когда он попал в плен, как он погиб и где похоронен. Он попал в плен в 1944 году, 13 января, а умер в плену в Польше 21 апреля 1944 года. И там похоронен. Вот благодаря вот этому документу мы узнали, что он в Гудаутах, из Гудауты. И здесь тогда мы смогли вас найти, чтобы вам вручить на память вот этот исторический документ. Он теперь будет у вас храниться. По этому документу вы теперь видите, что он умер от голода, холода в концлагере, не стал предателем, не перешел на сторону врага, выдержал все мучения, провоевал почти всю войну и вот погиб таким образом. То есть он не без вести пропавший, а он погибший как узник фашизма в концлагере. От голода умерли, от холода умерли. Все это известно. Не только у него, много, наверное, там были. Конечно. Десятки тысяч людей. Конечно. Но нам важно, что теперь мы знаем его судьбу, знаем, где он похоронен, и что родственники могут туда поехать и на месте все посмотреть. Привезти оттуда землю, возложить цветы. Мы дети маленькие были, и он все рассказал. Вот мать поднял, поцеловал, и утром рано сам ушел. Пока, до свидания, говорит, и пошел. Один раз письмо написал, и все. На этот больше никакого письма не было.
Война кончили. Я знаю, что мой брат что погиб. Ну, откуда, где, чего, откуда я знаю погиб. Значит, вы нашли его. И люди, не только не он, и сколько людей погибли здесь, сколько ребят ушли, никакой не вернулся никто. ما وش حيجبشن جدا أما وحبشون دا وش حبشون أخا خنيجة بسك سنة ناشطون يبسش تمجي ودر بقويت أخا أشتخ يقو توسي يشبسج هواجير هو يلا قيت يتخيت وسبقه بس هو يلا قيت شيء صحتي وسك خشت أي بشر دقن تمخي تخي وبريوم أما الله تشيلا دختخش دشبسس وبرينو نسقال شلاقة وقف جوات وامخن تسود حنرتها ديوكتو ناتخو كتنا ويارتا دخلتنا وان دبق وان ولد سشكون وان دبق وحوان أشجد سوا يارتا دكتور وبرين نسقال شلاقة سربجو 85 лет сам хочу وبس سناقل سقو أخا يقصوزي مش سمز داشم جوزي خمسة بقوا يقحصوزي وسرا أبدا ريش أزستن شكبنا ساترتن سنبش нашей армии, а вот а солдат вот. У меня очень интересно было. Наин, штаб абрияхутен, абрилин латей, жамшайтан. Езжаки, уцавозер. Амюрис дырзумес, исцена конторача, а конторач исцен исцай, юхозо абсура, а разжай حشش خلاوات حش خلاف أنا مسافر زين الطبعة نروح أتعن جوز ما نشكو أتحمل دساش خمسة دروس أشتخني رست سيت التكنيك كي رفت رسخرانا والله يسخرانا يختار شيء أناش حتى يسيت يخي رست سيت التكنيك كي رقاق يكسرنا رفت رقاق يكسرنا يختار أنا مش اختار يجي ينادقو أنا مش تخان أزدمجيت وبيشق زي بشون سشا درفقلنا درقينا أنا مش دربشون أفشاك باوجا حينيرسا سان وبس لتشك وان دوكسو بشك باوجا يبقى سبب حسكو أنا أصدقت شيء تخرج تاعشخن أخس سشن سربشون أنا مش أبشي شانو باش يضيعوا وعندك سوبر ومشجعي جي ها ماما سلامت شوي سويس السولدات شان سرفقوا ربخشي انه نمس شابش تشفي ما بشوف انت مسجلتش شوزي حال بس يعني يضيعونا وعندك سوبر بزي ما يجي ما يضيع значит дня 15 ржух مش ننسى أبغيش كشايوت ياي أرجع بشربها أرجع درجي وانزا الناس أي بشيوجن يخوض دعوات يحب شمزي أبغي وشتي أي بشرا ينا يني يخبا أنتي حشا دعوات بشيء هذا دعوات أم يحب شيء أخا دبغه دقت أحتي مسيركم زقي وسيخ أنت شيء درات بس شو دروا بس كنت ناس وشتا يفشتا مزجي ودر بقوي أنت سنت شيء أخا يقحصوسي يعني يتشايوز يعني لو كان دبسي سابق دبسي سابق دبسي في شاتريت يقول ذا سرار رشقن تعلن سوجد قصون بشكسة سأنا سب أنا شلر سخن
Сайн иқвиҵас ҟаҵанагьы мызкы соурышьҭит. Иқәиҵас ҟаҵаны нас адырҩегь сцеит арра, исхахны сааит. Абас ауп издыруа. Сгәы шыҟоу шәасҳәап. Ауаҩы ианакәызаалакгьы уашьа дыҟаӡам дизвестит хәарҭаӡам. Аха уажәы абарҭ шьапаку убри иоума шашума изԥшааз, сашьа иԥсы ҭоушәа, сара сгәы иабоит. Иԥсы ҭоушәа. Убас изԥшааз иҭоуп ҳәа шәасҳәоит. Иԥсы ҭоушәа убас сгәы иаанагоит. Абри ауп сара издыруа дызԥшаазгьы саргьы бзиа шықәзаап. Спасибо, дорогой. Вы всем спасибо. Иҭабуп ирӷәӷәаны, идуӡӡан иҭабуп. Ааԥсара ҟашәҵеит, ааԥсара иҟашәҵаз, абригьы шәаргьы шәыхиагьы, шәаԥхьаҟа абзиаразы шәыӡбахә рҳәуа, абзиаразы ҳаибабон шәыҟаиҵаз, сашьа иԥсы ҭоушәа, убриаҟара сгәы шәырҭынчит. Сшәыкәыхшоуп, большое спасибо, дорогой мой. Большое спасибо. Я уже, как будто мой брат, что живой пришел, а так я думаю. Начало войны СССР с фашистской Германией сопровождалось не только большими потерями со стороны Красной Армии, но и огромным числом военнопленных. Командование вермахта не было готово к такой ситуации. Пленных нечем было кормить, им не было предусмотрена медицинская помощь, их негде было размещать. Вот только часть страшной статистики того времени. К ноябрю 1941 года в плену у немецких фашистов оказалось 2 миллиона 186 тысяч человек, а уже к маю 1942 года чуть больше миллиона. Остальные к этому времени уже погибли, в основном от голода, массовых расстрелов и болезней. А всего в немецких концлагерях для военнопленных с 1941 по 1945 год оказалось 6 миллионов красноармейцев. Более 3 миллионов из них погибли. Имена многих из них остаются неизвестны до сих пор. Отсюда и началась эта страшная статистика под названием «Пропал без вести». Мы обращаемся к вам, нашим зрителям, с просьбой: помогите найти родных этих людей. Каждую неделю в эфире государственного телевидения мы будем показывать вам списки с именами и фамилиями жителей Абхазии.